Утром рано, на рассвете, пришли солдаты. А с вечера у нас полно машина заехала в село. Это была сверхсекретная операция. Он зашел, сказал, 15 минут, это я, видел своими глазами, он показал так вот. И когда вот это вот сказали, у нас было впечатление, что у родителей, и у тети, у всех, что нас расстреляют. Он подошел, выхватил пистолет свой и говорит: открой рот, сука, застрелю. Из постели вот так вытянули, как щенят, и выбросили. Людей лишали имущества, крова и, по сути, обрекали на голодную смерть и вообще на смерть. Помимо общего преступления депортации также усматриваются признаки геноцида, то есть умысла на уничтожение, полное или частичное этой этнической группы. Так процессуальным руководителем данные действия были квалифицированы по части 1 статьи 442 Уголовного кодекса как геноцид. Когда мы сели, все визжат там, собаки воют. Это кошки мяу, мяу, мяу. Пришли последние, в вагон не сели, прям двери. В вагоны со всех сторон с автоматами стояли. Винтовком толкали женщинам, мужчинам. Затолкали, закрыли дверь. На второй день мы были все буквально вшивые. Вши по нам бегали. Болели, умирали. Я в вагоне видел, у нас в вагоне умерли. Волгой выбросили. Дети кричат, мне мама остается, дедушка остается, а поезд едет. Вот я считаю, что дороги до Средней Азии и до Урала, наверное, забиты покойниками железной дороги. Это было преднамеренные действия, которые были направлены на уничтожение крымско-татарского народа. Собственно, почему это и есть геноцид. Эти детали, которые сейчас являются доказательствами по делу, они вскрывают эту глубину этого зла. Это чудовищно, это должно найти свое отражение в документах, это должно быть зафиксировано. Это 1000 человек. Из них 150 человек были допрошены в качестве свидетелей, потерпевших. Это не просто процесс, это долг перед людьми, которые пострадали от данного страшного преступления и всю жизнь боролись за восстановление справедливости. И сейчас меня дрожь берет, когда я вспоминаю, во что нас поместили 11 человек. Никаких условий там, ни воды, ни дров, ни печек, ничего не было. И так расселяли в каждую, например, небольшую комнату по 17, 20, 25 человек. Все вот эти, у кого одеяло, у кого что было, так трясут, а там эти вши падают, они трещат. Это было зрелище ужасное, это никогда не забудется. Малярия, дизентерия. Вот отец тоже малярия была, и я тоже малярия была. Такой трудность. Я чуть было, тоже не скончалась от дизентерии. Они же температура катятся, и уже по земле катятся они. Я плачу, кричу: мама, мамочка, не умирай, я с кем останусь? Эти эмоции, это настолько была для людей ужасная стрессовая ситуация, что в возрасте 5-6 лет для них эти события отпечатались в такой четкой фотографической памяти. Усомниться в их показаниях ни один человек просто не позволит себе. Мама в больнице лежала, оттуда уже принесли, умерла там. Отец умер, я уже в детском доме была, не знаю, родители где похоронены, не знаю. И голод был, и умирали от того, что климат не наш, не крымский. Жгли вот этот камыш, а он руки режет, у меня все руки аж белой косточки видно было. У нас жизнь такой был, мы очень тяжелой жизнью жили. Это не условия были, а ад самый настоящий. Многие плакали. Я сама чуть пару раз даже, знаете, вот слушала некоторые истории, но сижу сама, прямо вот слезы наворачиваются на глаза. Не могу говорить. Расследование данного дела направлено не на то, чтобы его подтвердить, а на то, чтобы осудить в обществе, в первую очередь в нашей стране.
эти показания станут в основу будущего международного суда, в чем я не сомневаюсь, и они будут частью международного суда над сегодняшними действиями Российской Федерации. Для нас важно восстановить справедливость, провести, можно сказать, даже юридическую реабилитацию лиц целого народа. Это долг перед последующими поколениями. Ведь решение суда является правовым доказательством тех преступлений, из-за которых погибло около половины всего крымско-татарского народа. Конечный результат должен быть один. Признание данного факта геноцидом, судебным решением. Очень важно, чтобы это расследование было доведено до логического конца, то есть до признания депортации 1944 года геноцидом крымско-татарского народа. Дело о геноциде крымско-татарского народа, как и дело о геноциде украинцев, евреев, ромов, является актом справедливости, который должен символизировать невозможность повторения этих преступлений снова.